Талал Бельтай, сирийский чеченец из Дамаска. Его дед еще в начале Хахаго века уехал из Чечни сперва в Турцию, а потом в Дамаск. Отец родился уже в Сирии. Мать – черкешенка, чья семья переселилась на голландские высоты. После войны 1967 года эта территория перешла под контроль Израиля, и семья черкесов была вынуждена снова переезжать в Дамаск. Там и родился Талал. Русского языка он не знает. Теперь Талал живет в городе Адана на юге Турции, куда переехал из-за войны 2,5 года назад. Сам будучи беженцем, он помогает беженцам-соотечественникам. Многие кавказские поселения в Сирии разрушены. Война повлияла на всех. Например, для моей мамы это уже 3-й переезд. Каждый имеет свое мнение относительно войны. Споры на эту тему возникают внутри кавказской общины. Некоторые просто разделены, объясняет Талал. До войны в Сирии Талал не знал, что такое бедность. Его отец занимался недвижимостью в Дамаске и хорошо обеспечивал семью. В 2011, когда началась война, мне было 18 лет, и я планировал жениться. У меня был собственный дом. Я хотел поступить в университет. Все складывалось очень хорошо, вспоминает он. Когда военные действия начались в столице Сирии, ему пришлось уехать, в том числе чтобы не воевать в сирийской армии. Из Дамаска Талал выбирался через всю страну, включая Раку, подконтрольную ИГИЛ-1. В автобус зашел мужчина с ножом и спросил, есть ли среди нас солдаты. Все молчали, вспоминает свой путь чеченец. Исламское государство 2 уничтожает всех несогласных. Неважно, мусульманин ты или христианин, или ты их поддерживаешь, или они тебя убивают. Вспоминая руины Хомса, Талал говорит, что подобное он раньше видел разве что в голливудских фильмах. Поддерживая одну семью, мы смотрим, чего не хватает ее соседям. Если в семье есть больные дети, то нужно найти лекарства. Турецкое правительство бесплатно дает медикаменты всем сирийцам. Если нужен переводчик с турецкого, это тоже не проблема. Можно пойти в ООН, они его предоставят. Если нужна зимняя одежда, а здесь очень холодно зимой, то есть возможность ее получить, рассказывает Талал. Иногда Талалу удается найти способ оплатить жилье беженцам, как, например, семье 6-летней Хебы. После года жизни в комнатке с жестяной крышей семья наконец-то живет в нормальной квартире на окраине Адана. Хеба перенесла 9 операций. Снаряд попал в ее комнату в Алеппо. Родители буквально вынесли ее из пламени. Отец девочки Мухаммед Саджир рассказал, что их дом находился в гражданском квартале. Рядом не было военных объектов, только школа и рынок. Последние 2,5 года семья посвятила себя спасению Хебы. Они благодарят сирийских волонтеров, но сетуют, что, хоть лечение для сирийцев бесплатное, оно недостаточно качественное. В этом году Хеба пошла в школу, но не смогла продолжать обучение. Одноклассники смеялись над ее шрамами. Талал с теплом и заботой рассказывает о людях, которым помогает. В деталях помнит историю каждого, с болью описывает страдания, которые пришлось пережить его соотечественникам. Я видел маленького мальчика, который потерял всю семью. Когда увидел его, то подумал, как он похож на моего младшего брата. Последний раз я виделся с братьями 3 года назад и очень соскучился. В людях, которым помогаю, я вижу свою родню. Семья Талала попыталась обустроиться в Турции, но родителям было сложно найти работу. Поэтому, когда в их районе стало безопаснее, родители вернулись в Дамаск. Первое время они держались благодаря кавказской диаспоре в Адане. Даже уехав из Дамаска, выходцы из Кавказа помогают друг другу. В Сирии мы потеряли все, а в Турции нам нечего терять. Мой же брат захотел поехать в Европу. Через Измир по морю добрался до Греции, откуда пешком до Германии, где и живет, добавляет Талал. По словам Талала, старший брат заплатил контрабандистам 7 или даже 10 тысяч долларов, которые с трудом были заработаны в Турции. Некоторые беженцы, по его словам, платили больше.
В 24 года Талал перестал мечтать. Он хотел бы увидеть родителей, но гораздо важнее ему просто знать, что семья в безопасности. И все же волонтеру очень сложно осознавать, что он может помогать другим, но мало что способен сделать для своих родных.